Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья! Сегодня 5 апреля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. И давайте сегодня пообщаемся снова в нашем дневном очередном стриме. Так, пишите ваши комментарии, друзья, если вы не находитесь в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Ставьте лайки, то же самое, и распространяйте ссылку на наш стрим. Друзья, важно, очень важно, если вы не находитесь в России, очень-очень важно распространять ссылку на наш стрим, потому что нам всячески пытаются мешать распространять правду. Наш канал, очередной наш канал, запрещен на территории России. Поэтому, друзья, помогайте распространять правду. Это же легко делать. Ва алейкум ассалам, ислам машволь. Итак, Дион, итак. Сегодняшний наш стрим, свой стрим, я назвал Кадырова, скоро заменят Кадырова на героя СВО. И давайте и об этом, и о других вещах поговорим, друзья. Жду пока ваши вопросы. Иван, один из самых моих верных зрителей. Иван Сэм, витаю, Аслан, всех людей доброй воли. Витаю, дорогой. Витаю, воин света. Витаю вас всех. Игрок, я супер, я супер. Я так хорошо, что ни мои друзья не оставляют меня одного, ни мои враги, вроде вот тебя, заходят и постоянно все мои стримы комментируют, всегда бывает на месте. Вы одни и то же из самых моих верных зрителей. Хоть и со знаком минус, правда, но ничего, нормально, я нормальный. Вы тоже держитесь там, у вас все плохо, фашня. У вас все плохо, поэтому, я думаю, вам нужно держаться. Держитесь крепко. Маш Вовель, ваша Машал Голь Барбара, Маш Вовель. Как закончит Патрушев Путин и ФСБшники? Добро с кулаками, говорит. Валейк салам, Бандерляш. Бандерляш. Салам алейкум, брат, валейк салам. Как закончат, я не знаю, смотрите, только что я прочитал новость на Deutsche Welle на русском языке, что трибунал будет завершен к 24 году, вот этому, или 25-му, по-моему. Не помню. Все, трибунал по фашне имперской будет завершен, ну и как бы процесс будет идти вот в этом направлении. Знаете, в чем проблема? У Русни, да, Русня, она еще до конца не осознает, что ей грозит и что к чему она уже приплыла. Путин осознает, понимает, Патрушев понимает, а Русня вот вся в целом, кто вот эти исполнители, они не понимают. Потому что, во-первых, они интеллектуально ущербны в этом плане, чтобы понять. Во-вторых, они пропагандой, их глаза зашорены. Они не понимают, что Путин каждый день убивает убивает и получает увечья их русских, россиян, 1000 человек, что Путин с Патрушевым находился в естественном своем состоянии. Вот, поэтому что это, как долго это будет продолжаться? Все зависит от русского народа, от российского народа, в первую очередь от русских, которые заселяют большинство России. Надежды у меня нет, на самом деле, на русский народ, на россиян, что они там что-то там воспримут. И, ну, маленькая надежда все-таки есть, потому что я знаю, что там есть очень а, а, активные, пассионарные люди, и далеко не трусы, так, ну, как бы,
в общем понимании этого слова. Да, они боятся свою власть, она для них какая-то сакральная, что ну, они, вот, менталитет холопа, раба, это есть в русском человеке. И власть боятся, они в этом плане, они ее боятся. Но не так, чтобы они не боялись там, не готовы были сделать какие-то шаги, действия, это тоже нет. И поэтому как бы надежда есть. Надежда есть, конечно, что поднимутся. Ну, а по большому счету, конечно же, если исходить из истории, русские не поднимаются и просто идут как мясо. Всегда шли как мясо. Вот, ну, такая вот природа человека. Вот. Их делали такими на протяжении поколений, их делали такими. Нас делать не получилось такими. Их получилось. Это тоже разные народы, которые заселяли Советский Союз и царскую Россию. Вот они вот стали такими. Разные народы, которые потеряли свое «я», свою историю, свою идентичность они потеряли. И, конечно же, Киевская Русь — это та идентичность, которая им была в общем. Все народы, не только ж славяне сейчас русские, правильно? Есть славяне русские, а есть славяне, а есть удмурты, удмурты, кто там еще, там, третий, десятый, который уже не осталось. Азиатской внешности, но они тоже как бы преподносятся относят себя к Киевской Руси, к истории Киевской Руси. Потому что они тоже себя ощущают русскими. А русские — это такое понятие очень растяжимое от европейца до неевропейца. От славянина, там, других национальностей и так далее. Поэтому что там произойдет? Если не восстанут русские, то это затянется. Я так боюсь, знаете, сейчас слышу, ощущаю, наблюдаю, что, ну, скорее всего, Россия будет закрываться, и год, два, три они будут друг друга поедать, друг друга расстреливать, друг друга репрессировать там и так далее, и так далее. По факту, если бы еще в 2011-2012 году погибло бы и ранили бы 1100 человек, 1000 человек, как сегодня каждый день практически Россия теряет в войне против Украины, то этот режим был свергнут. Януковича режим свергли, когда погибло 100 человек, да, около 100 человек, небесная сотня. Но то были украинцы, то были люди, которые не боятся своей власти. Русским, ну, тогда, может быть, понадобилось бы 1000 человек. По-любому, кровь должна была пролиться даже в 2011-2012 году, чтобы что-то изменить. Потому что уже так было закручено, столько уже КГБшники и ГРУшники пролили крови и чеченцев, и не чеченцев, в основном чеченцев, что они бы просто так, конечно, власть не отпустили бы. И стреляли бы, как и Янукович, стреляли и другие. Но тогда бы убитыми, может, 1000 человек убитыми и ранеными обошлось бы, но тогда бы власть была сменена, и демократически настроенные люди взяли бы эту власть. Но не получилось. Сейчас как это сделать? Я не знаю, как это сделать. Только кардинально. Так, давайте комментарии почитаем, друзья. Аслан, что вы думаете о переходе стратегического вооружения России с Тополя на Ярс? Иван, я вообще в этом особо не разбираюсь, я скажу. С Тополя на Ярс, с Ярса на Нерс. Нерс, кстати говоря, Нерс. Впереди, перед Ярс, буква Н. Нерс. Это огурец по-чеченски. Не знаю, с Тополя на Нерс они перейдут или с чего, не понимаю. Я знаю, что ничего хорошего не будет в ближайшее время. Дели Маш, Лой Сансе, Маш, давай, Шушадеша. Бандерляш, твої враги, мої враги. Дуже дякую, Бандерляш. Дуже дякую. Оксан, что? Так, обойдитесь без оскорблений. Не нравится, не слушайте. Да, Алихан, совершенно верно. Ассаламу алейкум. Тамерлану алейкум салам. Салам алейкум, это арабское приветствие. А мы ночью, у нас Маш Уойла, чтобы ты шел, приходил свободным, здоровым.
Салам Маршал, Дума Серга, новые украинские дроны «Сокол» летят больше 3000 километров и несут много взрывчатки. Да, Самбек, я читал эту новость, на самом деле там больше уже ничего и не нужно, если 3000, если дрон у тебя может пролететь. Я тут недавно видел видео, где сидит Рамзан Кадыров, собрал вот этих своих бандюгов вокруг себя и им рассказывает сказки, как если одновременно 5000 одновременно, или 50, 5, по-моему, тысяч, 5000 одновременно, если полетят самолетов на Россию, что одной кнопкой они нажмут, и все 5000 будут уничтожены самолеты, сказал. Наверное, конечно же, уничтожат. Если Рамзан говорит, мы с этим спорить, конечно, не будем. Тем более ему же его русский босс сказал. Это, наверное, скорее всего, правда. Но речь, наверное, шла о каких-то кукурузниках, потому что которые летят со скоростью, там, я не знаю, 20 километров в час. Да. Потому что украинские дроны сбить они не могут. И не 5000, и не 500, а всего лишь 5, которые летят, они их один сбить они не могут. Короче говоря, все тайное становится явным рано или поздно, как мы знаем. И вот эти сказки, которые нам Россия рассказывала там о великих там ракетах, бомбах, там супер ПВО, супер войнах, которые у них там что-то могут, на проверку оказывается просто ничем. Просто нуль. Нуль, как говорят немцы. Так что вот такие вот дела, Деон. Так, я хорошо помню русский мир и азербайджанцы еще с Карабаха. Я был еще тогда ребенком. Сейчас уже давно в Украине, в ЗСУ. Тебе большой салам от 5 ОШБ. Салам ОШБ. Салам. Витаю вас всех. Слава защитникам Украины, парни. Так, пойдемте дальше. Георгий, маршал до Георгия. Так. Тамерлан, собираем на дроны. Отлично, Асламбек, правильно. Дроны. Нам нужно не только собирать на дроны, нам нужно еще самим учиться их управлять, потому что за ними будущее, как показали украинские воины. Да. Так, давайте послушаем. Шмарова к нам зашла. Шмарова, вы еще не сменили аватарку? Так. Салам алейкум, алейкум салам. Салам алейкум, говорит, we can't do USA flag and Deutschland flag hagen haben. Ауду билlah, наверное, хотел сказать. Да, очень тяжело, очень. Тяжело вам, наверное, очень тяжело. Немецкий, американский флаг вам мешает, да? Так, Путин делает правильно с вами, говорит Феникс. Конечно, Путин же садист, он, конечно, все, что он делает по-садистски правильно. Так, Шмарова, да, Шмарова, я вас узнал. Вы не боитесь? А кого? Шмарову или вас? Кого мне бояться? Так, все чеченцы за Россию, говорит, за Россию. Мурмур, вы, наверное, не знаете всех чеченцев. Вы же не можете за всех чеченцев говорить. А тот, кто находится в заложниках, еще бы он сказал бы, что он против. Я тоже скажу, если я окажусь в России, что я россиянин, и что, конечно же, да, Ахмад Силас, все такое. В противном случае вы на Соловки отправите или расстреляете к чертовой матери. Конечно, любой скажет. Такие умные, убили 30% людей. Вы вообще в своем уме вообще, люди. Я понимаю, что тролли пишут, но если вы не тролли, вы в своем уме вообще. Вы можете представить, вы убили 30% людей. Запугали, значит, оставшиеся 70% вы запугали. Причем запугали не просто вы убили этих и сказали, вы бойтесь, мы вас тоже убьем. Вы убиваете женщин и детей наших, понимаете? Женщин наших, родственников наших, за то, что мы слово говорим. Конечно, будут все чеченцы молчать сидеть. А как вы хотели? Вы где-нибудь видели, когда заложников захватывали, чтобы заложники там выпендривались? Вы видели этого?
Но если вы видели, то через 5 минут этот заложник был расстрелян, поверьте мне. Потому что это плохой пример для остальных заложников, если кому-то заложнику разрешать говорить или делать то, что он хочет. Он уже не заложник, понимаете, да? Поэтому зачем вы такие глупости пишете? А знаете, еще Мурмур, мне хочется немножко добавить, потому что вы говорите, все чеченцы за Россию. Я как раз буквально вчера думал над этим, сидел. Ведь чеченцы, которые были оставлены один на один с этим людоедом, с вашей фашистской Россией, ведь у нас не было никакого выбора. Весь мир от нас отвернулся. Нам нужно было либо сохранить свою жизнь, либо сохранить свою жизнь, жизнь своих родственников, когда весь мир против тебя, весь, абсолютно, за редким, конечно, исключением. Либо ты должен смириться, амнистироваться, сдаться, или там замолчать просто, или же не говорить, не высказывать своих мнений. Либо же тебе становиться радикальным становиться. И в это время, чтобы вы стали радикальными, вам подкидывают вот эту религиозную Саудовской Аравии литературу. И все, что было до этого, это обман, бред. А вот что, с чем нужно бороться. Радикальным исламом против вот этой радикальной фашистской России. Вот только так можно противопоставлять. И наша молодежь поверила, а что нам оставалось делать? Смириться и стать россиянином? Ну, не каждый чеченец готов был на это. Хотя бы на время. Понимаете? И да, так обстоятельства сложились. Много было ошибок и с нашей стороны, я полагаю, раз мы пришли к этому состоянию. Много было предательств, много чего было, но эти обстоятельства, которые заставили сейчас служить чеченцев России или стать чеченцами-радикалами, это все сделала Россия. И весь мир, и весь мир. Так, давайте послушаем. У меня поклонница тут Шмарова стала, Галина. Ты что, немец чеченский? Да, я немец чеченский. Я немец чеченский. Так. А ви молодець. Дуже дякую. Ви тоже молодець. Я вас поддерживаю. Дуже дякую, спасибо. Почему вы с Кадыровым не дружите, говорит? Шмарова, ну что это? У вас вопросы вообще такие странные. Убежал и болтает, говорит. Почему убежал? Я уехал спокойно. Ничего, я не убежал, да. Так. Так. Спасибо, юзер. Храни вас Господь тоже. Гутен Абен, гутен Абен, Дима. Мне вас очень жаль. Нет, я так уважаю вот русских фашистов, которые заходят, чтобы пожалеть меня. Убили сперва 30% моего народа, и за то, что я говорю об этом, он приходит и жалеет меня. Вы такие гуманные русские. Я просто с вас... Самая ваша гуманность заключается в том, что вы нас напалмом сжигали и бомбили ковровыми бомбардировками, чтобы мы друг друга не перебили, и чтобы мы с голоду не умерли, если Россия уйдет. Это так гуманно, вы такие человечные. И сейчас заходит и жалеет меня. Спасибо вам. Абсолютно. Такие хорошие люди, оказывается. Почему так происходит? Почему мы не хотим быть с вами? Даже не знаю.
Мало убивали, пишет юзер. Да, мало убивали. Это точно. Только юзер, знаешь, тогда, когда 25 лет назад вы нас убивали и так говорили, что вы нас мало убиваете, казалось, что это навечно. Но теперь вас будут убивать, юзер. Вас будут убивать. В каждый ваш дом придет огонь войны. Красный петух войны, как говорил Джохар Дудаев. В каждый, поверьте. Поверьте, ваша злость, ваша ненависть, она вся вам вернется. Я вам гарантирую это. Настало время. Вас ждут ужаснейшие испытания. Мне очень даже жалко некоторых людей, кто там живет. Очень жалко. Мне, ну, ничего не могу поделать. Вы те, кто привели к себе это. Русским вернется. Да, швед, абсолютно. Ну ладно, хорошо. Ну ладно, короче. Такие жалобы, жалостливые, да? Помните, как Муму утопил своих лучших друзей по приказу своей боярины? И такой жалостливый он был, так жалко ему было этих щенков. Но он утопил, потому что барина так сказала, боярина так сказала. Аслан, переобувайся. Галина, если бы я переобувался, я бы давно переобулся, а не сейчас это сделать. Я не из тех, кто переобувается. Мы боимся только Всевышнего. Совершенно верно, Бандерляш. Салам алейкум, Жидал, и еще так называемая вторая армия мира, триумф российской армии, возрождая русизм. Аслан, слухи идут, что Патрушев будет новый президент. Я не знаю, если честно. Ну, смотрите, Патрушев – это одно из главных лиц. Может быть, даже главнее Путина этот человек. Понимаете? Когда Путина назначали на должность президента, сегодня буквально смотрел уважаемого Веллера. За все это время, на самом деле, Веллер – это очень талантливый, очень глубоко мыслящий человек. И за все это время я, конечно, всех их фиксировал, всех, кто о нас отзывался, кто о нас плохо говорил и так далее. Извините, злой чечен обязан по роду службы, как говорится, по зову сердца, как говорится, обязан фиксировать, и всех фиксировал. И Веллера я ни разу не зафиксировал, где он хотя бы разок нас пнул. По крайней мере, я вот не помню. Хотя их всех заставляли. Всех заставляли. Нужно было всем отчитаться. И еще нужно было, чтобы просто оторвались на чеченцах. И Веллер один из тех, кого я не слышал, чтобы он умирающего от геноцида в тяжелом положении чеченца пнул хотя бы разок. Может, вы слышали. Если слышали, дайте ссылку, мне это нужно знать. Но сегодня я послушал Веллера, и он говорит, как Россия формировалась, как она там создавалась и так далее. И он говорит, что там функционеры, там комсомольцы, третий, десятый, все там объединились, потом Путин думали, он покладистый, он хороший, его нужно избрать. Из-за этого Ходорковский лишился бизнеса, Березовский лишился жизни и так далее, и так далее. И с уважаемым Веллером я в этом не согласен, в корне просто не согласен, потому что ситуация, она совсем другая, абсолютно она другая. Система КГБ СССР, она разваливалась и под управлением самого КГБ СССР, и система, которую они воссоздавали, разойтись, чтобы вновь сойтись, это был план изначально. Во всех союзных республиках они оставили свою КГБшную номенклатуру. Никто власть не отпустил, только где кусками кто-то смог. Там в Украине часть смогли власть оторвать у КГБшников. И то мы сейчас видим, она до сих пор находится, определенная часть власти, находится у власти КГБ УССР. То же самое было во всех почти республиках. В Грузии чуть-чуть удалось там отгрести. В странах Балтии практически полностью все.
провели иллюстрацию с горем пополам, правда, были тоже проблемы, но тоже провели иллюстрацию, очистились они. Везде, в других местах ничего не было отпущено. И когда Веллер рассказывает, что вот пришел Путин, потому что он был покладистый там и так далее, и так далее, это не так. Ни Березовский, ни Ходорковский, никто не привел Путина. Про Путина привела система КГБ. И его начальник Патрушев, вот возвращаюсь к вашему комментарию про Патрушева, я хочу объяснить. Его непосредственный начальник еще в Санкт-Петербурге по КГБ Патрушев и другие товарищи, начиная там от Степашина, Здановича, вот эта вся команда КГБшная, она просто легализовалась в лице КГБ, понимаете, на власти, на президентской власти. И власть всегда была поделена. Путин занимался определенно вот своей вот этой властью, обогащением, там самые. У каждого были свои люди, свои киллера, свои убийцы, свои вооруженные силы. Кадыров, например, это вооруженные силы лично Путина, которые ему подчиняются. Кадыров, его личная унция, там, его подчинение. Росгвардия — это вооруженные силы в целом ФСБ. Да, Росгвардия. Ну, конечно, Путин главнокомандующий, он главный, и как бы все подчиняются ему. Но при всем при этом Патрушев, конечно же, всегда был самым главным человеком. Патрушев, как мы знаем, это тот человек, который, когда Путин становился президентом, он же сам непосредственно не мог этим лично заниматься. Директор ФСБ, назначенный тогда премьером-министром Путиным и президентом Ельциным, директор ФСБ Патрушев непосредственно в 1999 году курировал взрывы домов в 1999 году. Степашин курировал события в Дагестане, вот это ваххабистское вот это движение, Чабан-Махи, Карамахи, потом приглашение, там, просьба о помощи к Шамилю Басаеву, к чеченским добровольцам, чтобы пришли освободить там Чабан-Махи, Карамахи, объявить это нападением на Россию, там, 3-10. Степашин занимался вот этими провокациями, Патрушев занимался непосредственно взрывами домов. И значит, если взрывы домов мы зафиксировали тогда Патрушева, как помните, когда Патрушев полетел, его самолет полетел за наркотиками, куда-то в Венесуэле, по-моему, когда там партию изъяли, там у них, и тогда Патрушев засветился. Патрушев занимается самыми криминальными делами, кокаином, героином, скорее всего, раз кокаином, точно мы знаем, что занимается, взрывами, терактами. Если мы знаем, что в 1999 году Патрушев стоит за этими взрывами 1999 года, если он курировал все эти взрывы, то абсолютно можно уверенно сказать, что и другие теракты, которые проводились там, переходы, троллейбусы, метро. Помните, на реке Яузе, на переходе, когда подорвался майор ФСБ при закладке мины, и тогда тоже стало известно, это было, по-моему, в 1993 году, по-моему, до Первой русско-чеченской, или уже во время, или после Первой русско-чеченской войны было. Ну, короче говоря, вот эта вся схема, которая силовые схемы, убийцы все, это патрушевские. Отравление Литвиненко, тоже яды, тоже патрушевское. Поэтому, конечно же, вот эта вся сила и мощь убийц всего этого, она, мне кажется, конечно же, больше контролируется, управляется непосредственно Николаем Патрушевым, как я его называю, русский Фредди Крюгер. Сказать, кстати говоря, тот, который Фредди Крюгер, очень подходит ему, и внешне он очень похож, и то, что он ночью во сне приходит и убивает людей, это тоже очень похоже. И люди, проживающие в домах буйнакские, взорванных в Москве, в Волгодонске и в попытке подрыва дома в Рязани. Мы все знаем про сахар с учениями, анекдот про сахар с учениями, что тогда, да, Патрушев приходит во сне и убивает своих людей, которых он обязан по Конституции, по закону и по, как там у них, по присяге
защищать, между прочим. Ну, русские на эти вещи не обращают внимания, не обращают. Ну, подумаешь, ну, взорвал, ну, надо, ради дела нужно, ради дела нужно, да. Короче, вот такие вот дела. И когда я рассказываю эту правду, ну, некоторые удивляются: "Как? Не может быть!" Это ж правда, к сожалению, правда. Так, пойдемте дальше. "Я, чеченец, никогда не буду немцем", говорит Герман. Ты очень крут, ты очень крут, Герман. Нужно нам объединиться всеми народами, чтобы от РФ вместе устоять и победить. Да, да, Зунга, совершенно верно. Я бурят, я никогда не буду русским, говорит. Красавчик, зачем тебе быть русским? Никто не объединится, особенно в таком национальном государстве, многонациональном. Так, Валая, после Дудаева все они были проект Россия. Бороды отпустились арабами, начали связываться, какую-то привезли в Ну, всех не скажем, много было обманутых, да. И сейчас, кстати говоря, много кто пребывает в плену пропаганде. Они желают других больше, чем себя не жалеют, да. Русские нацисты, но Кадыров, это Герман говорит, который не будет русским, говорит: русские нацисты, ну Кадыров красава. У тебя что, Герман, в голове вообще? Немцам, если ты получаешь гражданство, немецкий паспорт, тебя автоматически немцем здесь все называют. Это ты гражданин Германии, значит, как минимум, да. Но русские нацисты у тебя, а Кадыров красава. Так Кадыров лижет пятки твоему Путину, нацисту, главному нацисту. Как он у тебя может быть красава? У тебя, по-моему, вот эта пропаганда слишком с разных. Тебе надо с одного источника пропаганду получать. Либо с русских, либо со свободных, с независимых. А то у тебя много там перемешано все. Как совет бы он умолчится бы у нас, да, Кадыров, Ишельш. Что-то у тебя не в порядке, если ты Кадырова любишь, да. Алейкум ассалам, Бергман. Маш Воль, демократ, всех я вас приветствую. Аслан, вряд ли Патрушева поставят, так как русских больше доверия к Пыне, чем к непонятному Патрушеву, который ассоциируется со взрывами домов. Нет, это если бы исходили бы мы из нормального здорового общества. Это абсолютно логично то, что ты говоришь. А в России любят тех, кто более жестокий, более убийца. Понимаете? Чем ты просто колоссальный, садистский, жестокий, тем тебя больше боятся и уважают. Ведь только я у русских слышал пословицу «боятся, значит, уважают». В моем понимании, в моей системе координат, бояться и уважать – это вообще две разные вещи, абсолютно несопоставимые. Да, подчиняются, когда уважают, подчиняются, проявляют там какое-то внимание, послушность. И когда боятся проверять, да, внешне это может казаться так, но внутренне и по-человечески это, конечно же, не так. Поэтому Патрушеву очень легко, его сына, например, очень легко, Патрушев-то сейчас старенький, очень даже легко передадут власть. Вполне возможно. Я считаю, что он так владеет Россией, Патрушев. И, скажем так, это очень богатый человек. Если бы это были какие-то воины плаща или там и щита, и кинжала, как у них это называется, если бы они были бы такими настоящими воинами, бессеребренниками, то можно было понять, что да, они это что-то Россия. Они все миллиардеры, не миллионеры, не сотни тысяч они получают. Они мультимиллиардеры, понимаете? Их сыновья алкоголики абсолютно напрочь пропившиеся, которые у того же Патрушева, которые являются миллиардерами. Никаких заслуг там нет, только общак, только бабки, только вот то, что награбили у российского, у русского народа, советского народа. Поэтому это все мерзавцы и подонки. И поставят любого, русские скажут: да, да, конечно, Патрушев еще дом взорвет. Не, не, нет, спасибо, пусть будет Патрушев. Так скажут русские. Да, Алихан, знаю значение этого слова. Ты, как всегда, носитель правды.
Демократ, рад стараться. Так, справедливый человек, так, вы между собой общаетесь. Так, ничего, скоро РФ распадется, думаю, лет через 2-3 года. Будем надеяться, будем надеяться. Рад я вас видеть. Тамаз, взаимно, взаимно я вас тоже, друзья, всех я вас приветствую. Грузия, приветствую. Усам бен Ходорковский, похоже, сидел за какими-то наркотиками и перевоплотился, говорит. Ясно. Ну что, за Патрушевские зашли, да? Аслан, человек с ником «Справедливый человек» сеет смуту, да? А, Да, иногда справедливый человек бывает очень про-чеченский, ну, про правильный, скажем так, а потом иногда начинает какие-то вещи странные говорить. Я так полагаю, справедливый человек, ты в России находишься, да? Так, Алан, ассаламу алейкум, какие у тебя прогнозы по Украине? Ва алейкум салам, все отлично, все отлично. Так, так. Ну что ж, дамы и господа, сеньоры и сеньориты, кто в Москве сделал теракт? Опер 05 говорит. Опер из Дагестана, да. Ну ты же у нас опер, да, подхолопный. Ты должен знать, да. Руслан, расскажи про Украину. Интересно послушать. Что конкретно, Руслан, Иваночка, что конкретно? Вместо потрушителя могут поставить только более злого и коварного кровавого гибнюка. Да, Шамиль? Да, и потрушитель, очень хорошо ты метко назвал его. Совершенно верно, потрушитель. Фредди Потрушитель. Это агент США, говорит Александр. Почему агент? Почему ты меня называешь? А, у него немецкий и русский флаг висит. Почему агент США? Нет, я не агент США. Я абсолютно свободный, Александр, человек. А вот ты являешься пособником террористов и фашистов, раз вывесил здесь у нас в Германии у себя этот фашистскую тряпку. Я считаю, что ты фашист и враг Германии, и тебя нужно либо изолировать от общества, либо депортировать обратно в твою родную говень. Мне так кажется. И твоя ложь, что я агент США, публичная ложь, она может тебе обойтись, например, в копеечку, если ты представишься и продолжишь утверждать лживо, что я являюсь агентом США, ты можешь за это поплатиться, да. Поэтому советую не болтать лишнего, и если ты в Германии, конечно. Я не являюсь агентом ни КГБ, ни США, ни ни БНД Германии, ни Моссада, чем кого меня только не обвиняли. Я являюсь агентом 300 тысяч граждан всех национальностей и вероисповеданий, граждан Чеченской Республики Ичкерия, которую убила фашистская Россия. Вновь и вновь вам повторяю. И мне немецкие власти давно предложили
и программу защиты свидетелей, и спрятать, и так далее, и так далее. Чисто по-человечески. Я отказался и сказал, что я буду это делать до конца, разоблачать фашистскую Россию за убийство моих граждан. Понимаешь? И если вам кто-то говорит что-то прямо в лицо, правду, это не значит, что он чей-то агент. Я могу и на Коране поклясться, и на детекторе лжи пройти и сказать, являюсь ли я агентом вообще какой-либо спецслужбы, и американской, и немецкой. Понимаете? Вы никогда не любили свою страну, ты мне пишешь. Ты наглый лжец, Александр. Ты только что обвинял меня, что я агент США, а теперь обвиняешь, что я не любил свою страну. Я именно потому, что люблю свою страну, я делаю то, что я делаю. Но если ты мне хочешь приписать вашу фашистскую русню мне как родную страну, так вот, она мне была мачехой. Причем злой мачехой, очень злой мачехой. И моим родителям она была, и моим дедам она была. Понимаешь? Вот что была. И никогда я не считал Россию своей страной. Россия была оккупантом, врагом всегда была. Но несмотря на это, наши интеллектуалы, наши патриоты, пассионарии наши, в соответствии с Конституцией, со сталинской, ленинской и последнего образца советской Конституции, соблюдя международное право и чеченские законы, вышли после развала Советского Союза на законных основаниях, получили свою государственность. Понимаешь? А вы наглые лжецы, вы мерзавцы и подонки, ватники, которые живете тут, а любите эту фашню. Поезжай туда и люби ее там. Ты через месяц, через год поймешь, что ты там никто, и звать тебя не та. Тут ты человек, понимаешь? Тут тебя в больницу забирают, по ручке тебе гладят, тебя там лелеют. Там тебе пинка дают, если у тебя рубля нет в кармане, понимаешь? Ты лежишь как, сдыхаешь, в прямом смысле сдыхаешь просто в коридоре, понимаешь? А про ментов я тебе не говорю, что менты делают, понимаешь? А ты мне тут сказки рассказываешь. Я агент, я это. Очень удобная у вас позиция. Вас обвинять в том, что вы убивали нас, вам же это нельзя говорить. Вам нужно с украинцами спорить. Это вам очень нравится. Потому что украинцам вы ничего особо в последнее время плохого не сделали. И они вам ничего не сделали. И вы доказываете, потому что у вас еще там вата внутри Украины. И вы им доказываете, как вы им земли раздали, как вы им что-то подарили, вы что-то сделали. А когда мы начинаем говорить, вот тогда вы голову прячете в песок, русские. Понимаете? Потому что вы все знаете, что вы над нами сделали. Вы все русские знаете, 99% русских знают, что вы над нами сделали. Прекрасно вы знаете, вы этим гордитесь, что вы сделали. Вы гордитесь, что Кадыров с 3 классами образования, ваш агент КГБ, ФСБ, потомственный, говорит, что он пехота и убивает чеченцев. Вы мне здесь пишете в комментарии, мы Кадырову расскажем. Эх вы, русские витязи, ничего не хватает вам, кроме бича какого-то там из чурки на меня натравливать, да? Где вы, русские витязи? За правду бьющиеся, справедливые всегда, непокоренные никем никогда. Где вы? Вы мерзавцы и подонки, которые здесь сидите, работаете на посольство, на КГБ ваше, российское здесь, для того, чтобы здесь теракты проводили, и людей здесь, чтобы жили как вы, не как вы хотите Россию поднять на уровень Германии, вы хотите Германию на уровень вашей вот этой фашистской русни затянуть, понимаете? Как говорил Шамиль Басаев, сами сидите по горло в дерьме и туда всех тянете, понимаете? Вот что вы хотите. Не надо нам сказки рассказывать, мы тут работаем на Америку и так далее. Этот американский флаг у меня за спиной абсолютно случайно появился, понимаете? Абсолютно случайно. Потому что мне нужна была помощь от кого-то в этом мире, кто может обратить внимание на нашу проблему, понимаете? Ни один американец не пришел ко мне и не сказал: Аслан, давай скажи это, мы тебе дадим денег, работай на нас. Ни один за все это время. И я бы это не принял бы, даже если пришел бы, понимаете? Вы подонки и мерзавцы, которые убиваете людей.
И сейчас вам, когда вы говорите с Украиной, да, тут украинский народ, тут русский народ, и вот вы выясняете. И было бы все хорошо, если бы не появлялась чеченская тема, чеченский вопрос. И вам не объясняли бы, господа, вы с украинцами не первый раз столкнулись. Причем те же люди, не просто та же система ваша или новая демократическая Россия. Те же персонали, один в один, от Патрушева, Путина, Шойгу и всех остальных. Вы все, кто взрывал своих русских, чтобы обвинить в этом нас и убить 30% наших граждан, 30% наших граждан, всех национальностей и всех религий, между прочим. Эти же люди начали войну против Украины. И вам бы, конечно, очень удобно, если мы, чеченцы, будем молчать. Очень удобно, чтобы чеченцы были на той стороне, на стороне России. Как бы, ну тогда же, ну ни один адекватный человек не будет воевать за тех, кто убил у тебя только что 300 тысяч людей. Понимаете? Да, это большая история, которую тоже отдельно мы будем разбирать. Но сам факт, что вот чеченцы же воюют, и на стороне украинцев чеченцев не должно быть. Понимаете? Потому что вот эти настоящие и несут русский свет, добро, мир несут, понимаете? Даже чеченцы, дикие чеченцы, вот смотрите, теперь они умирают за русских против украинцев. Значит, украинцы плохие, потому что чеченцы же стали за Россию, которых убивал. Они поняли, что их правильно русские убивали. И теперь, раз они идут, несут свет украинцам, значит, украинцы не правы, значит, Россия права. Вот ваша логика. Она ущербна, она лжива, она нечестная. Понимаете? Вы убийцы, вы фашисты. Ваша террористическая организация КГБ СССР. Понимаете? И в Украине она тоже есть. Это, и эти... часть вот этого КГБ СССР. Поэтому примите правду, примите правду. 90% чеченцев не забыли, что вы сделали. 90%, остальные все молчат. Понимаете? Остальные все молчат. Вы убиваете моих родственников, пытаете, возбуждаете против уголовные дела против них. Вы мне сюда заходите и пишете, мы тебя убьем, мы тебе губы отрежем, глаза разрежем, на куски будем резать. Вы это все говорите, вы удивляетесь, почему... В прямом эфире мне вот сюда люди заходят и мою ссылку на стрим отправляют Кадырову. Прям вы стучат, в открытую стучат. Не хватает ума, наверное, понять, что, наверное, Кадырова там есть, и ФСБ есть свои группы, чтобы не обязательно им постукивать. Только лишь за что человек говорит. Я не призываю убивать всех русских, бомбу на атомную сбросить. Да, на Кремль стоит сбросить ее. На ФСБ, на Лубянку строить. Но русских я не призываю убивать. Я только зло преступников призываю остановить. И при всем при этом... Вы призываете меня там наказать, убить. Как ты посмел так говорить? Представьте, вы, смотри, Александр, ты здесь живешь, в Германии. У тебя вопрос вообще не стоит, посмел или не посмел написать что-то в интернете. А мне вы здесь заходите и пишете, ваши русские мне пишут, из России, может быть, отсюда, с Германии. Как ты посмел написать против Путина, сказать? Так вас, Патрушев, взрывал русские. Я виноват, что он вас взрывал. Значит, я бандит и плохой за то, что он вас взрывал, и я вам это сказал. И у вас нет даже мужества услышать правду, понять эту правду. Я не виноват в том, что вас ваша Россия, ваша власть на протяжении 100 лет истребляет полностью. И вы как рабы просто, как какой-то стокгольмский синдром у вас, вы им пятки целуете, живя здесь в Германии в том числе. Это моя, что ли, вина? Моей вины в этом нет, понимаете? Моей вины в этом нет. Моя вина в том, что мы оказались по соседству с вами. Будь проклят просто тот день, когда мы познакомились с вами. Понимаете? Не хотели мы с вами ничего. 400 лет вы нас убиваете. Вы зло, абсолютное, беспримесное зло у вас в Кремле и на Лубянке. И все, кто это поддерживает. Вот что мы хотим. Никакой я не агент, мне никто ничего не платит. Ни за какие деньги человек не будет сидеть и говорить то, что я вам говорю.
Видишь, не перестает человек. Я ему объясняю, что тебя русские, твои спецслужбы взрывали. Ты же за русских топишь. Тебя твои русские взрывали. Он мне говорит, вы забыли про Беслан, говорит. В Беслане убили 334 заложника, 186 детей. 186 детей. Это ужасный террористический акт. Это акт отчаяния, совершенный нашими бойцами, в том числе и русские там были. В том числе и русские. Подожди, Александр, в чем дети виноваты, я тебе сейчас скажу. Вы, называя нас россиянами, частью России, наводя так называемый конституционный порядок, до того, как наши чеченские бойцы, ингушские бойцы, русские бойцы и осетинские бойцы оказались в школе Беслана, вы у нас убили 42 тысячи детей. То есть 225 школ Беслана вы уже сделали в Чечне. Мать вашу, я вам говорю, и тебе я говорю, Александр. Где ты вспоминаешь про школы, 225 школ? Где ты вспоминаешь? Где весь ваш мир цивилизованный? Где вся эта проституция ваша цивилизованная всего мира, которые вам поддакивали в этом во всем? Почему вы не вспоминаете про 225 школ, которые были сделаны? Давайте так, это может мне сказать, например, немец, может, Александр, вот то, что ты говоришь, мне может сказать немец, мне может сказать француз это, но русский, россиянин никогда не имеет права мне ставить в упрек что-либо. Более того, в этой школе не убит ни один ребенок нашими вот этими бойцами, которые захватили вот эту школу. Ни один ребенок там не убит. Фашистская русня обвинена Европейским судом по правам человека, ЕСПЧ, было решение суда по этому случаю. И виновниками убийства детей и заложников признана Россия и российская армия, и лично ваш Путин. И матери Беслана, вы будьте внимательны, чтобы потом не быть лохами абсолютными, событиями, которые вы обсуждаете и ставите кому-то в укор. Матери Беслана, есть такая организация, они выходили в майках, вы в интернете легко найдете. Путин, палач Беслана, Европейский суд по правам человека. Сами жертвы этого теракта говорят, что вы, Россия, виновата в убийстве их людей, их детей. Единственное требование, которое было у этих террористов, было: не убивайте наших детей. А вы взяли, русские, убили и осетинских детей, и всех и террористов, которые там находились. Понимаете? Поэтому там много что можно говорить. Так что у вас аргументация очень слабая. Вы убили 42 тысячи наших детей, всех национальностей и всех религий, защищая якобы русских. Вы заходили спасать русских, и первые жертвы Первую русско-чеченскую войну, самые основные первые жертвы, это были наши русские, которых вы убивали. Понимаете? Это вы так освобождать пришли, как сейчас в Украину вы тоже русских спасать пришли. Все, на Донбассе, на Луганск, Донецк, мужчин русских не осталось, ни русских, ни украинских, граждан Украины. Это вы так пришли их спасать, вы их всех бросили вперед. Если вы спасать пришли, прошли бы своей великой армией вперед, и с московскими русскими, защитили бы луганских русских. Нет, вы воюете не ради русских, вы воюете ради того, чтобы система КГБ стала дворянами, чтобы она вот эти миллиарды награбленной советской собственности, которые они разграбили, чтобы они передавали на законных основаниях своим детям и внукам. То есть система КГБ, НКВД, построенная большевиками, которая расстреляла всех дворян, русских дворян, российских дворян, заставила 3 поколения быть в рабстве наших отцов, дедов, фактически в рабстве, работать без собственности на Советский Союз, на государство. В 91 году, точнее еще раньше, еще в 80-х годах, в конце 80-х, середины 80-х, принимается план по тому, чтобы разделить разойтись, чтобы сойтись. Советский Союз, колхозная экономика не справлялась, и колхозную экономику решили
и заодно внедряясь во все европейские западные структуры. Это была мечта КГБ, потому что их никуда не пускали. Вот сейчас как их отовсюду выкидывают, вот так же их раньше вообще очень жестко не пускали никуда. А теперь они везде оказались, и их колхозная экономика перешла на рыночные рельсы. Они поделили всю собственность Советского Союза между собой, вот поставили разных там держателей, обозвали их олигархами, некоторые из них еврейской национальности, так как бизнес, евреи во всем мире, банковская среда очень удобна. И начали, все это принадлежит КГБ. И исполняющие вот эти держатели общака, так называемые олигархи, они ровным счетом из себя ничего не представляли, понимаете? Ровным счетом. При Ельцине они оказывали влияние, как они представители КГБ были, они такие олигархи были. А потом, когда КГБшники уже, Путин пришел окончательно, КГБ уже открыто села во власть, тогда эти олигархи, просто так называемые олигархи, держатель общаков, КГБшных общаков, они просто отошли от власти и тихо, мирно начали существовать и финансировать необходимые проекты для КГБ там, и так далее. Они разделили всю нашу собственность, поделили и стали дворянами. Вот что сделали КГБшники. И если вам не хватает ума все это понять, а Украина нужна была им как Киевская Русь, история. Это на моей памяти мне известная единственная война в истории, которая велась ради истории чужого народа и государства. Украинцы оказались жертвами, потому что, как говорил Джохар Дудаев, русизм – особая форма человека-ненавистнической идеологии, которой характерен паразитизм чужой истории, один из признаков русизма, ну и так далее, и так далее. Там очень хорошо написано, можете в интернете почитать, как о русизме говорил Джохар Дудаев. Поэтому вот такие вот очень много вещей есть, которые можно очень подробно разбирать, и кто хочет услышать, кто хочет понять, тот поймет. А кто не хочет, ну это ваши проблемы, русские. Вас отправляют каждый день на войну. Вы стоите перед огнем свинца и железа, стеной свинца и огня, который вам выстроила Запад, Украина. И вас там утилизируют. Но если вы за русских, если вы реально за русских, то вы должны думать, как выходить из этой ситуации, а не так, что вы победите. Вы никого не победите. Вы уже все, напобеждались. Ваша культура, ваша история фейковая, по большей части фейковая, выдуманная история. Ваш язык, ваше искусство, все будет запрещаться на десятилетия. На десятилетия, понимаете? Потому что вы несете зло, фашизм, вы это должны понять. Как когда-то нацисты несли это зло, теперь вы несете это зло. Вы это должны понять. Не хотите понять? Окей, вас заставят это понять. Вы столкнулись с цивилизацией. С цивилизацией. Нынешней цивилизацией, которая не просто стоит уже там несколько веков там и так далее, укоренилась там и так далее. Вы столкнулись с цивилизацией, которая на взлете. Англо-американская или западная цивилизация, она на взлете, она на подъеме своем. Понимаете? Была английская империя очень мощная, которая очень сильно влияла на мир, на цивилизацию. И сейчас появилась американская, если быть точнее, цивилизация. Это цифровая цивилизация, это сегодняшняя цивилизация, это новая эпоха. Вы еще многие не поняли, многие люди еще не осознали, что мы оказались в чем-то совершенно ином, совершенно другом мы в чем-то оказались. И сейчас вы столкнулись с ней, и вы будете, ваша вот эта русская цивилизация, так называемая, русская цивилизация, я бы ее назвал, которая уже загнивает, затухает уже много-много лет, она десятилетий, она уже затухает, и фактически уже она на грани исчезновения была. Ну, сейчас
еще такой, знаете, предсмертная судорога еще проявляется, вы будете закуской вот этой американско-западной цивилизации, вы будете закуской перед новым этапом в этом мире. Понимаете, вы там атомными бомбами, все испугаются, все там станут на колени, просить пощады будут. Нет, этого не будет. Вас не будет. Ваши эти русские будут. Вас никто истреблять не будет. Вас никто истреблять не будет. Если будете особенно не лезть, не быть полезными агентами, не полезными идиотами фашистской вот этой террористического учреждения ФСБ, то практически не пострадаете. Да, может, немножко будет неприятно ощущать, что вы изгои во всем обществе, ваша культура, которую вчера транслировали там где-то в театрах там и так далее, все ее уже не показывают. К сожалению, это придется вам пережить. Да. А так вы никуда не исчезнете, вас никто не убьет, вас никто репрессировать не будет, как вы это делали бы с чеченцами, делали, и как бы вы это делали с украинцами, если бы у вас получилось бы. Украинцев вообще ждет ад. Вот сейчас украинцы, наверное, ощущают тяжелое положение. Мы все это знаем. Чеченцы это прошли на своей, как говорится, шкуре. И намного худшем положении мы находились, чем украинцы. Но то, что ожидает украинцев, когда они проиграют, они этого не узнают, дай бог. Они этого никогда этого не узнают. То, что мы узнали, мы то, что увидели. Каково оказаться в лапах не просто сильного противника, благородного противника, а каково оказаться, потерпев поражение, военное поражение, оказаться в лапах абсолютно беспринципной, жестокой, циничной, лицемерной хунты. Вот если вот в их руках оказаться. Это дорогого стоит, чтобы просто ощутить это и запомнить эти ощущения навсегда. Мы это запомнили. Навсегда запомнили. Понимаешь? Навсегда. Книги писать будем. YouTube-каналы создавать будем по-современному, чтобы знали. Как-то так, Деон. Поэтому все нормально. Все будет Ичкерия и слава Украине. И, Господи, благослови Америку. О, Аллах, благослови ее. Сделай ее. Знаете, мне говорят, ты там Америку там дуа молишься. О, Господи, благослови Америку. Это молитва за Америку. И да, это так и есть. Да, я молюсь за Америку. Я молюсь за то, чтобы она стала сильнее, чтобы она осталась той, какой она есть, не испортилась, не скружила ей голову вот это супер ее величие, которое она и так мощнейшая, а через буквально 3, 5, 10 лет Америка будет самой великой, просто невероятно великой, понимаете? И так будет продолжаться лет минимум 100, 200, 300, я так полагаю. Поэтому всем нужно дружить с Америкой, нужно ее делать хорошей, чтобы она тоже не зазналась, когда не будет фашистской русни, ну, как противника. Люди, россияне, русские, россиян не будет, но русские и другие национальности, конечно, будут. Вас никто не собирается истреблять, это все обман и так далее, и так далее. Поэтому нужно дружить с Америкой и развивать ее вместе. И дай Бог, чтобы она стала сильной, и дай Бог, чтобы она была заинтересована в Чеченской республике и в чеченском народе. Чтобы мы включились в ее стратегические планы, чеченцы, и таким образом вместе с Америкой развивались в этом мире. Это будет очень хорошо, да, Муллай, так будет. Ну, я опять же в прошлом своем стриме я говорил там то, что некоторые там Америка там 6 миллиардов дала при Клинтоне, когда шла война против Чеченской республики Ичкерия, и Джохар Дудаев возбуждал, не Джохар Дудаев, а как президент, он это сообщил о том, что прокуратура Чеченской республики Ичкерия возбудила дело против президента США Билла Клинтона. Я думаю, что были основания у Джохара Дудаева, если он так говорил и делал. Эти вещи нужно знать свою историю, чтобы не совершать ошибок, которые были. Но и мы, чеченцы, в том числе в прошлом стриме я сказал, Аят и Дигов говорили о том, что сделали.
И я считаю, что это тоже нельзя замалчивать. Я думал над этим. Это не нужно замалчивать. И я общественник. И я всего лишь свое мнение говорю, как любой свободный чеченец, гражданин, я имею на это право и буду это говорить. Но принимает решение наш президиум, правительство, наша законная власть, а я буду подчиняться всему, что они скажут. Хотя, конечно, я буду говорить свое мнение, у меня оно есть, и я был бы не я, если бы я свое мнение не говорил бы. Но я понимаю, что я всего лишь общественник, я рядовой человек, и никогда не буду претендовать ни на что больше. У нас есть законная власть, и какое решение она говорит, с этим я буду всегда соглашаться. Даже если не согласен, по крайней мере, буду не сопротивляться этому решению. Если мнение свое скажу, и все, и на этом точка. Да. Так, на всякий случай. Уведомляю всех. Будем надеяться, что мы найдем возможность договариваться и с Америкой, и с Турцией, и со всеми. Да. Так, Астан, как по-твоему закончится война в Украине? Я уважаю чеченский народ, знаю, чем закончилась война там. Интересно, будет ли с Украиной так же? Руслан, нет, так не будет. Украина выстоит, Украина победит, Украина станет европейской, абсолютно цивилизованной страной, с мощной, сильной армией, которая у нее есть. Это очень важно. Любая страна, как говорится, добро должно быть с кулаками, и в сегодняшнем мире все должны быть сильны. И я хочу, чтобы мы, чеченцы, стали сильными, чтобы у нас была регулярная армия, все служили, и женщины, и мужчины. И я думаю, что Украина станет именно таким государством. Украина восстановит полностью контроль над своей территорией, полностью. Она получит контрибуцию, и много что будет сделано. Знаете, просто одна проблема в Украине. В Украине есть люди, которые зазывали вот эту фашистскую Россию, вот эту имперскую, патрушевскую вот эту тему, они зазывали их в Украину. И только благодаря тому, что их зазывали, их там ждут, только тогда Путин на это решился. Это то же самое было у нас в Чечне. Так вот, это те люди, которые ратуют за возрождение империи славянской, какой-то там, еще Джахар Дудаев об этом говорил, под вот этой маркой славянства русские будут пытаться захватить Украину. Хотя в Украине, конечно же, знают, что это они являются носителями славянства, а те, кто там живет за поребриком, где-то там на болотах, если там есть славяне, то они должны прийти и просто как на свою родину прийти, а не так, что они захватят этот Киев и там, находясь, они будут командовать историей Киевской Руси и славян, украинских славян в частности. Поэтому зачистки этой не было, и я боюсь, что после войны, когда у нас так произошло, украинцы, когда наши воины, воин это, можно сказать, хоть он и убийца, это святой человек. Он видит белое и черное. Враг спереди, сзади друг, брат, рядом брат. Все. И мне вот это понятие намного ближе, чем все вот эти хитросплетения, которые тут в этой политике, в этих спецслужбах, вот это все присутствует. И мне кажется, вот это если не вычистить, вот эту пятую колонну тех людей, кто зазывал, это очень легко установить, кто эти люди. Это, во-первых, это КГБ, СБУ, во-первых, в первую очередь. Это они, часть из них. Потом часть из них это те, кто поддерживал идею дворянства в Украине. Это тоже было. В Крыму проводились вот эти встречи дворянские и связанные с Патрушевым людям. Это ваши спецслужбы, ваши люди легко могут выяснить. И если этого не произойдет, знаете, как у нас произошло. Мы победили в войне в
в военном противостоянии. Но когда мы оказались уже после военное время, то вокруг нашего президента, которого на самом деле честно народ избрал, Аслана Масхадова, была вся КГБшная, ГРУшная агентура. И любые вчерашние соратники Масхадова уже не имели вообще даже доступа навлиять какие-то, принимать какие-то решения, еще что-то. Потому что на основные посты, а Масхадов, как никогда не будучи политиком, военный, только сел на этот пост, и он не знал, какие посты, какие рычаги имеют больше влияния, вес там и так далее. Его просто обложили полностью вокруг. И вы, украинцы, вы это тоже знаете, я уверен, как это было. Потому что многие украинцы помогали нас уничтожать и помогали вот этой фашистской русне против нас. Поэтому вы эту систему, наверное, знаете. Иногда там некоторые ваши там политологи, там иногда проскакивают у них вещи, что они как будто принимали участие в этом во всем. Не прямое, может быть, какое-то там относительное, косвенное и так далее. И вот эта ситуация, она очень опасна. Я не хочу этого. Просто оказаться просто у разбитого корыта после таких колоссальных потерь. Вот эта угроза, она есть, она присутствует. А то, что ну, вы выстоите, победите, и Украина будет супер крутой страной для проживания и для жителей, и для гостей, я в этом не сомневаюсь. Асан, как вы думаете, сколько еще будет длиться война Украины? Кто будет следующий президент Украины? Точнее, кто сможет стать президентом Украины? Я не знаю, Максимов, кто будет президентом Украины. Война будет длиться, на мой взгляд, еще года 2-3, может быть, 4. Года 2-3, я полагаю, может, она еще продлится. Война идет на истощение, должны кто-то из вас выдохнуться, выдохся, устать, сдаться, просто уже не мочь воевать. И морально, и физически, и материально, в этом во всех планах. Поэтому, как говорил Джохар Дудаев, предсказывал, что Россия и Украина сойдутся на непримиримых позициях. Позиции непримиримые, мы это уже видим. Либо перестать существовать должна Украина, как государство, уже они открыто говорят. Это даже они не открыто, мы это все знали, я это давно говорил. Украины не должно быть, понимаете? Не существует такого понятия Украины. Если есть Украина, то нету их мечты о великой русской империи, с киевской историей Киевской Руси. Потому что нету этой истории Киевской Руси. Они и так ее создадут, что-то подобное, как обычно у них получается, там, из палок и еще чего там, как обычно. Что-то у них там будет, они пытаются создать. Но вот без настоящей, славной, настоящей киевской истории они ничего не могли сделать. Они ничего, ну, как бы, ну, это не настоящее все будет. Поэтому не знаю, сколько еще это продлится, но на износ это будет идти. И вот кто выстоит дольше, у кого морально, психически, физически окажется больше сил, вот тот и выстоит. Я думаю, украинцы очень упертые, очень стойкие, и они выстоят финансово в этом плане, материально, технически, в этом плане Запад и Европа будет помогать сейчас, и Запад, Европа. Наконец-то Европа становится той, какой она должна была быть, она становится, разворачивается, лицом полностью разворачивается к Украине, развернулась, наша Германия развернулась, я этим горжусь, очень уважаю за Германию, Олафа Шольца, Анну Лена Бербак, всех, кто поддерживает Украину. Все эти годы я всегда призывал об этом, и на немецком писал в силу своих возможностей, и всегда на русском всех пытался уведомлять, кого только мне попадался, всех я за Украину, за эту позицию, которую я вам сегодня рассказываю. Точно так же я уведомлял немцев, какой-никакой, имеется в виду, свой вклад в это вносил. И, наконец-то, все это изменилось. Поэтому технически, материально Украина не закончится, у нее будет сил. Морально, физически, ну, это уже зависит от Украины. И я бы хотел, чтобы все страны, в том числе и Германия,
отправила свой контингент НАТО на территорию Украины, защищать Украину. И я, если как гражданин Германии, с удовольствием готов поехать, если для этого потребуется, от Германии ехать. К большому сожалению, Зеленский, я с первых дней Зеленскому обращался, говорил: Зеленский, давай, назовите нас, признайте нас гражданами Чеченской Республики Ичкерия, и можете на меня рассчитывать, как на своего солдата. Но Зеленский до сих пор этого не сделал, хотя Верховная Рада уже признала наша территория оккупированная, честь и хвала. В основном в Верховной Раде, кто голосовал, это слуги народа, как мы знаем из команды Зеленского. Поэтому всем честь и хвала. Там, наверное, куча каких-то своих проблем, которые я отсюда, сидя, не знаю. У меня есть куча претензий, которые я и высказывал, и некоторые не высказывал. Но Украина выстоит, станет сильнее, я в это верю. Главное, вот эту пророссийскую вот эту часть нужно вычистить. А она есть. Она есть. Это в том числе и это люди, которых принимают такой же, какие Невзоровые, эти, как их, Пономаревой, там, ну и так далее, и так далее. Так, слава великим германцам. Эмен. Германцы мощь. 100%. Русским должны радоваться, после развала Параши будет русская Московия на болоте. Там не будет никто иной национальности. Может доказывать величие русского мира друг другу. Мы будем рады за вас. Да, но, чечен, совершенно верно. Будут жить себе. Всех выгонят. У русских какая мечта? Выгнать всех нерусских из России и самим уехать в Европу, в Германию. Аслан Арцу, ты, как всегда, истину глаголишь. Дуже дякую, Демократ Республика. Обоснуй, что Россия слабость. Россия жестокая, только слабый может быть жестоким. Обосновал? Немцы не променяют бар, стадион и теплую кровать на окоп, говорит Рамиль. Да, конечно же, никто не променял. И ты думаешь, украинцы бы променяли бы сейчас бар, стадион, там теплую кровать? Ты кто? Дураков нет, никто не хочет. Но такое условие, понимаешь? Либо Европа, понимаете, если Украина падет, то Россия усилится. Во-первых, она заберет всех мужчин на новую войну. Во-вторых, она имеет опыт и воевать уже фактически с европейской мощной страной при помощи дронов, технологий и так далее. Поэтому, конечно, события будут очень печальны, если, например, Украина падет. И поэтому придется воевать всем. Всем придется. Скоро придет АФД. Александр, не тешьте себя надеждами. Не придет АФД. Не придет АФД. Даже если придет АФД, поверьте, никто не будет соглашаться на то, чтобы ваш Путин стал, или ваше КГБ стало здесь хозяйничать. Нет. Понимаете? Ну ладно, вы все это знаете. Загнивающая Европа, там, все это знаете. Красиво ответили, только слабый может быть жестоким. Совершенно верно, Татьяна. Самая жестокая страна, с которой я знаю, это Россия. Это русская армия. Самая жестокая, самая коварная, самая подлая и беспринципная. Самая бесчестная и бесчести армия. Это русская армия, это российская армия. Только лишь один пример, как они заходили на свою землю к своим братьям украинцам в Крым, Донбасс и Луганск. Вспомните, сняв свои нашивки. Только не уважающая себя армия могла так поступить. Только не представляющая ничего из себя армия могла так поступить. Понимаете?
Так. Давайте почитаем. Так, 1891 человек нас смотрит, друзья. Распространяйте ссылку, кто не в России только, пожалуйста, друзья. Распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, друзья. 104 человек, 106 уже смотрят нас в ТикТок, и 1400 сейчас нас смотрят в YouTube. Вот сейчас резко вышли все. Так. Так. Спасибо, Юнис, все распространяйте ссылку, спасибо. Давайте, друзья, наш канал, очередной наш канал, запасной мой резервный канал, Аслан Арцуев HRCI, это Human Rights Center Ичкерия, это моя правозащитная организация, наша правозащитная организация, где я являюсь председателем. Запрещен на территории России, очередной наш канал по требованию ФСБ, то есть Роскомпозора. Запретили очередной, наш этот канал реалити давно, уже 3-4 года как запрещен, и теперь запретили наш тот канал. Друзья, я сам объявлен иноагентом и так далее, чем я, конечно же, очень горжусь. Маш Овер, Мустан, давно тебя не было. Ты уже, смотри, мы 1,5 часа почти в эфире, а тебя нет еще. Где ты ходишь, Мустан? Да? Так. Что игноришь? Ну, давайте я уважаю Украину. Правильно делаешь, Миракс, она заслуживает уважения. Трамп поддержит Зеленского, когда станет президентом США. Знаете, нам много рассказывают про ту ситуацию, что, например, Трамп – это агент Путина, России, КГБ, там на него какой-то компромат есть там, и так далее, и так далее. Сейчас никакие компроматы уже не работают на таком уровне, на такой высоте, там не работают. Причем с сегодняшними технологиями, подделки всего. И если бы Трамп был агентом Путина, то минимум уже несколько лет он сидел бы осужденный на несколько тысяч лет, на несколько сот лет за измену, за предательство Соединенных Штатов Америки. Это неправда. Трамп является агентом самого себя и американского государства, и американского народа. Это раз. Во-вторых, у них идет борьба между ними. Я не выступаю ни за Трампа, ни за Байдена. Я выступаю за Америку. Мне нужна поддержка, помощь от Соединенных Штатов Америки, вне зависимости, какая там будет администрация. Но у меня есть свои симпатии, там, кто к одному, то другому. Например, мне очень нравится нынешний, сегодняшний, например, госсекретарь Соединенных Штатов. Мне нравился предыдущий госсекретарь Помпео. Тоже отличный просто парень. И сегодняшний мне нравится Блинкен, отличнейший просто человек. Поэтому в моем понимании для меня Америка, и я не знаю всех внутренних вот этих проблем. У меня есть друзья, кто в основном американцы, с кем я общаюсь, дружу, они за Трампа в основном. Ну, наверное, есть и за Байдена, раз он у них президент. Но дело в том, что в чем отличается для России, а вот для Америки у них там свои там проблемы. Чем отличается для России Трамп и Байден? Вот я вам, россияне, я вас уведомлю, потому что кроме меня вам правду никто не скажет. Трамп, Байден – это ужас без конца, а Трамп – это ужасный конец для России. Вот разница для вам, что там будет происходить. Поэтому быстрее решайте, кого вам быстрее выбрать. Как-то так, да. Слава Украине, героям слава. Блинкин супер. Да, Татьяна, Блинкин молодец. Я его респектую, да, уважаю. Брат, ты уже меня извини, но я люблю и уважаю русских, и чеченцев, и белорусов, и казахов, и украинцев, и таджиков, и узбек, и так далее. Артак. Молодец, Артак. Так я тоже всех люблю и уважаю.
И абсолютно не делю людей, кроме имперцев, русистов, которые убивают нас вот сегодня нас истребляют. Понимаешь, это жизненно нам просто, хотим мы или не хотим, мы должны как-то защититься, да. Это как инстинкт самосохранения, нету такого, любим, не любим. А так ко всем людям национализм, там какой-то там нацизм, э, это юношеские, в молодости это бывает. Потом это все проходит, и это глупо, мне кажется, в старости оставаться таким ярым, махровым нацистом там, и так далее. В молодости даже не все бывает. Он любит Америку. Тони, да, да, могу сказать, что и так. Люблю, полюбил, я скажу, Америку очень сильно. Конечно, почему нет? Америка может дать моему народу то, что Россия у нас забрала. Почему плохо отзываешься от России? От России плохо? Бррр, не знаю. Мне, мне у вас, украинцев, так жалко, давайте жить дружно. Мне у вас. Так, обобщаешь всю страну. Не обобщаю я. При чем здесь вся страна? Прикольный стримчик. Нравится, Николай? Так, я живу в США. Народ 70% поддерживает Трампа и негативно относится к Джо. Поговаривают, что он сошел с ума. Ну, это ваше сугубо личное дело. Желаю вам успеха. Желаю Америке объединиться, быть единой. Понимаете? Единой. Как относится к русской общине? Отлично отношусь. Но никто вот русской общине, который есть канал на YouTube, и который ходит и всех там приезжих, гастарбайтеров, мигрантов кошмарит. Вот к этой русской общине отрицательно, это КГБшный проект. А если в целом вы имеете в виду, как к русским отношусь, отлично, ко всем отношусь отлично. Никаких вопросов, никаких проблем у меня нет, если они не имперцы. Мою страну и Украину оставьте в покое, пожалуйста, и Грузию. Все, никаких вопросов к вам нет. Хотите, варитесь в своем соку, будьте там кем угодно. Не лезьте за свою территорию, не выходите, не убивайте нас. Заберите всех своих банд формирования с нашей территории, вот этих своих марионеток кадыровских и всех ГРУшных, ФСБшных тоже заберите. Все, никаких вопросов, русские. Только убийц наших выдадите, и все, никаких больше вопросов. Скоро у нас будет Соединенные Штаты Кавказ. Да, у нас будет Кавказский дом. Да, Алмула Мустан. Кавказский дом. А ваша страна это какая? Моя страна Чеченская Республика Ичкерия. Привет из Израиля. Шалом, Израиль. Шалом. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам, Шако. Ассалам алейкум, Асан, как ты? Ва алейкум салам. Очень хорошо, Юсуф, как сам? США сила, Россия слабость. Да? Что должно быть с русскими в Краснодарском после развала Рашки? Ведь по миру 3-4 миллиона черкесских мухаджиров. Русские, ничего не должно быть. Русские должны жить также на Кавказе, и где они живут. Никто их не должен ни выселять, ничего не делать. Это ни в коем случае нельзя делать. Ну, военные формирования российские должны покинуть Чеченскую Республику Ичкерия. Если же Краснодар потребует, или черкесы объединятся и потребуют, что освободить ее землю, то все должно произойти в соответствии с международным правом. Так. Плохих национальностей нет, есть плохие люди. Да, и плохое учреждение ФСБ есть, и все. Кто вы по национальности? Я чеченец. Нет войне, миру мир. Да. Зачем ты говоришь это нам, хоть мы простое население, ведь мы особо не имеем вес в мировом масштабе. Ну, я тоже не имею вес в мировом масштабе. Я как свободный человек сижу, разговариваю, обсуждаю. А что такого? А можно Южную Америку Франции отдать обратно, а север индейцам? Можно, Николай, только меня это не очень волнует, понимаешь? Я не вижу индейцев, требующих вернуть им что-то. И то, что было после Второй мировой войны,
Это уже история, да. Была Вторая мировая война, был новый миропорядок создан, и в этом миропорядке одну из главенствующих роль играл Советский Союз, да, и имел право вето, как сейчас якобы наследник, правопреемник СССР, РФ имеет тоже право вето. Поэтому это возвращать уже другая история. Это других людей касается. Меня касается моя страна, мой народ, мои люди, моя нация, в том числе русские, которых вы убили. Вы, фашисты из России, пришли и убили наших граждан, всех национальностей, всех вероисповеданий. Понимаете? И сделали нас заложниками. И теперь на новые имперские войны нашу молодежь посылаете, наших мужчин. Я категорически против этого. Понимаешь, у меня есть юридические обоснования на все. Ты меня индейцев, там, Францию, там, еще что, Африку вспоминаешь. Мне это не интересно. Ты русский, я чеченец. Ни французы, ни американцы между нами не стоят. Стоят твоя имперская, вот эта психически, шизофреническая, такая маниакальная болезнь имперства, что вы должны кого-то там захватить и так далее. И мое естественное стремление, желание здравомыслящего, образованного человека не жить с вами, потому что у меня есть своя земля, 1000 лет это моя земля. Когда вы там в галошах или чем вы там, в лаптях ходили, мы строили башни, у нас была империя, у нас было свое государство мощное. Не империя, а такое мощное государство у нас свое того времени было. И ничего против русских не имеем. Хорошо, ходите в лаптях, ходите там, ходите в, не знаю, в кожаной обуви. Это сугубо ваше личное дело. И я буду только рад, если у вас все будет хорошо. Но мы не хотим жить с вами, понимаете? Мы не хотим ваших танков видеть, мы не хотим ваши преступления на своей территории. Да, как друзья, гости, туристы, пожалуйста, приезжайте. Но это наше, мы не хотим говорить на вашем языке, понимаете? Ваш язык ничего не дает, ваш искусственный язык. Мы хотим развиваться, мы хотим быть в безопасности, мы хотим быть уверены, что каждые 50 лет вы нас не истребляете, потому что там вам что-то не понравилось. А мы не хотим жить вообще с кем-то, под кем-то, понимаешь? Вообще, и никогда этого не будет. Никогда мы не будем жить под кем-то. Оккупировать, заставить, это другой разговор. Покориться, согласиться, этого никогда не будет. Это будут уже не чеченцы, когда если они покоряются и соглашаются силе. Мы только доводом разума, справедливости, человечности покоряемся. Понимаешь? Мы не отмороженные придурки. Мы абсолютно, абсолютно управляемые, абсолютно договороспособные, абсолютно приемлемые и адекватные. Понимаешь? Мы не покоряемся силе, мы не покоряемся грязи, лжи, цинизму, аморальности. Вот чему мы не покоряемся. Понимаешь? И не покоримся никогда. Никогда. И это не потому, что я это что-то говорю. Это говорит вся история чеченского народа. Понимаете? Меня может не стать завтра. Вы делаете все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. Но это ничего не поменяет. Я вам говорю как голос чеченца, что этого никогда не произойдет. Никогда вы нас не победите и не покорите. Имеется в виду в плане, чтобы заставить думать, как вы. Никогда. Ассаламу алейкум. Как посмотреть ваши видео? Сначала VPN так и показывает ошибку. Все понемногу. Ва алейкум ассалам. Да, наш канал запрещен на территории фашистской России. Основные наши зрители являются из России. И подавляющее большинство. Все наши зрители из России. Но нас запрещают на территории России. И каждый стрим, он выплывает, вы его можете увидеть, и после того, как стрима нет, найти канал практически в Ютубе невозможно, потому что пользоваться нужно VPN, вот вы сейчас говорите мне, что VPN не помогает, вообще-то мне говорили, что VPN помогает, VPN работает, а так, в принципе, нас везде выпиливают, везде запрещают, везде там жалобы днем и ночью. Мне тут после каждого стрима там десятки жалоб, что я тут пропагандирую терроризм. Хотя я абсолютный антитеррорист и пропагандирую только антитерроризм. Да? А мне вот жалобы постоянно просто они жалуются на это. Поэтому
Только VPN нужно вам, и VPN только так вы сможете. Либо караульте каждый день, я каждый день стараюсь в последнее время выходить в эфиры. Это бывает где-то в 3, ну, в это время. Сегодня я чуть позже вышел. Обычно это в 4 по Берлину. Вот где-то в этом районе в это время выхожу. И да, мешает. Вот то, что я говорю, вот это и есть запрет на распространение информации и запрет на свободу слова. Это чисто по-русски, чисто по-русски. Он высказывает желание каждого чеченца. Говорит, совершенно верно, что вы меня поддерживаете и знаете, чеченцы, я за вас умру. В России все возможно. Это вранье, говорит. Да, в России все возможно, это вранье. Правильно, вы правильно написали. По-русски неправильно, но а в смысловом вы в смысле правильно написали. В России все возможно, это вранье, потому что в России ничего невозможно. Ну, возможно, убить там, теракт сделать, там, подсыпать яд там. Так. Как считаешь, если Трамп выиграет выборы, война в Украине заморожится? Нет. Если Трамп выиграет войну, то война очень быстро закончится, мне кажется. Я ошибаюсь, вполне, у меня нет никакого инсайда, я могу вполне ошибаться. Но мне кажется, как только в следующем году будет избран президент Трамп, ну, в этом же году, в 25-м году война закончится. Я так думаю. Но я не знаю, конечно, всех обстоятельств, там, может быть, там такие силы, что и Трамп ничего не сможет сделать. Ну, по ощущениям, мне так кажется. А так, в принципе, мне кажется, если выиграют демократы, а, скорее всего, ну, я думаю, Трамп выиграет. Ну, скорее всего, даже если выиграют и демократы, еще 2-3 года продлится эта война, и будет отличная, супер победа. Я сейчас нахожусь в Стамбуле, говорит, всего понемногу. Не может быть, чтобы меня еще и Турция запретила. Всего понемногу. Я сейчас в последнее время не очень лестно отзывался о Турции, конечно, об Эрдогане. А вот турецкому народу никаких вопросов. Уважаю, благодарен за поддержку и все такое. А, Эрдогана не жалую, Эрдогана не жалую. И империализм турецкий не жалую. Но чтобы меня в Турции запрещали, в первый раз слышу все понемногу. А ну-ка, разъясни ситуацию, если можно. Американская пословица: для кого-то террорист, а для других борец. Ничего, комментарий. Удалил ты ее, что ли? Удалил. Так, русские, не паникуйте, все пройдет как по маслу. Так, мы все понимаем, как можно сопротивляться безоружным. Трамп великий президент, он прикроет кран России и все закончится, поэтому пыня торопится. Анна Снежина, ну, вполне возможно, так и будет, да. Посмотрим. Я за Байдена, говорит Татьяна. Отличный выбор, тоже хороший выбор. Нет, вы меня неправильно поняли, я уже давно в Европе живу, везде бардак, Россия ни при чем. Да. А что же вы в Европе живете? Поехали бы к себе на родную, на Рашку. Вы поняли бы, что, что это не очень, да. Жизнь – это борьба. Аслан, прими. Что принять? Куда принять? Слишком много на себя берешь. Вот видишь, вот русский менталитет. Говоришь правду, рассказываешь правду, говоришь, слишком много берешь. А ты знаешь, что в свободном обществе можно брать на себя и говорить правду, понимаешь? И нету ни хозяев, ни господ. Есть все свободные люди, а мы, чеченцы, так воспитаны, понимаешь? Мы свободные. Мы не подчиняемся силе, деньгам, власти. Учитесь, пока мы еще есть. Да. Самое интересное, что 90% бюджета РФ хранится в долларах. Все понемногу. Ты говоришь, в Турции нельзя меня смотреть. Ты мне объясни этот момент. Почему ты мне не отвечаешь? Скажите, в Турции кто есть? Кто есть? Скажите, мой канал можно смотреть в Турции?
эфир. Не, жизнь, борьба. Не хочу я принимать никого. Почему же вы к себе в Чечню не едете? Так, ваши войска, Алиона, Алена, ваши войска там стоят, ваши бандиты, оккупанты там. Понимаешь? Почему, как я туда поеду? Вы же оккупировали, вы же убиваете все, вы же людоеды, вы же садисты, фашисты. Ты до сих пор не поняла, что я хочу сказать? Как я туда поеду? Вы же убьете, вы же растерзаете, на куски порежете. Это же ненормально, понимаешь? Я считаю, что это не та судьба, которую я себе выбираю. Да. Такая простая ты. У тебя важный вопрос в жизни, Барбан. Напиши его, пожалуйста, я его зачитаю. Я думаю, это из-за аккаунта, его я сделал РФ. Наверное, ты не поменял страну просто. Надо поменять в настройках страну с России на любую другую. Например, на Германию или на Америку поменять. Ты называешь мою страной Рашкой, Астан. Говоришь про мой народ гадость. Это недостойно войнаха. Ты друг Израиля и США. Марат Тукаев. Да, я называю твою страну не просто Рашкой. Рашкой я обычно это не говорю. Я говорю, Русней я ее называю. Русней. Про твой народ я гадости не говорю. Я говорю правду, она может быть неприятна тебе. И я не говорю про всех русских. Я говорю только про имперцев, про империалистов, которые мою страну считают вашей. Вот все, кто мою страну, мою Ичкерию, мою Чеченскую республику считают вашей русской страной, у вас нет, во-первых, никаких юридических оснований для так считать. Ни в международном праве, ни по советской конституции, ни в вашей нынешней фашистской демократической вашей конституции. У вас нет никаких юридических оснований. А вот те, кто считает мою страну вашей, я вас считаю всех фашистами и ублюдками. Понятно? Все, кто мою страну считает вашей, я вас считаю фашистами и ублюдками. Понятно вам? Это мой вам ответ, Леон. Навеки вечные. А так, если русский не считает мою страну своей, которую он свою не может пропахать и почистить, ухаживать, то у меня никаких вопросов к этому русскому нет. Абсолютно. У меня есть много русских, которые мне и дружил, помогали, и так далее, и так далее. Я просто не хочу все эти вещи говорить, обсуждать, потому что они могут пострадать, потому что всех моих знакомых вы выискиваете, и они могут быть и пострадать, и так далее, и так далее. Поэтому никаких вопросов человеку, потому что он русский, нет и быть просто по определению не может. Понимаете? Не может. У меня этого быть не может. А фашню, да, фашню презираю просто. Фашню презираю. Так. Так. Так я борюсь, Андрюшка. Андрюшка вообще сумасшедший. У него Z, звезда, российский флаг, потом герб двуглав. Андрей, ты вообще, мне кажется, у тебя уже на этой почве поехала. Я не могу одного понять, русские. Ваш Витязь, который должен всех наказывать, вы такие великие имперцы, я имею в виду, сразу поправлюсь. У вас герой Витязь, который всех должен наказывать, Колобок Кадыров, ненавистный чечен, которого вы ненавидите. Ваш знак вашего великого там победобесия там и так далее, почему не сделан на кириллице? Почему вы Z и V пишете на латинице? У вас это никак не смущает, дамы и господа, сеньоры и сеньориты, нисколько вас это не смущает. Я всегда думаю, что у вас в голове, когда вы Z и ненавидите все западное и так далее. Видите, я не знаю, что с вами, да? Вот вы красавцы, да. Так.
Давайте дальше. А вы такие безгрешные. Константин, нет, почему мы безгрешные? Нет, мы не безгрешные. А мы разве сказали, что мы безгрешные? Просто ни одного чеченца вы не увидите, который хочет захватить вашу Москву или там заставить вас говорить на чеченском языке, жить по чеченским законам и обычаям. Вы такого не увидите. Мы своих детей не воспитываем. Вот вырастешь, великий чеченский воин, и убьешь всех вот этих нечеченцев, захватишь их земли, ограбишь их унитазы, унесешь их все унитазы, холодильники, и будут они говорить на нашем языке, на чеченском. Вот мы так своих детей не учим. У нас в голове это не укладывается. Понимаете? Это шизофрения. Понимаете? Это больные люди. А у вас это возведено в ранг просто государственной политики, государственного вашего менталитета, ваша скрепа духовная, где границы России не заканчиваются. Только ваш президент мог сказать такое, понимаете? Ни один адекватный человек так сказать не может. Границы России нигде не заканчиваются. То есть ваш вот этот большевистский русский террор, который вы на весь мир хотели коммунизмом там залить кровью весь мир и так далее, вы сейчас перерос в строительство русского там имперского какого-то там государства. И вас это устраивает. А я считаю это шизофренией. Вы больные люди. А больных, кстати говоря, излечить, наверное, не получится. Нужно как-то полностью изолировать. Да? Ампутация поможет. Сейчас как раз хирург Микола как раз взялся за это дело, да? Аслан, благодарю за предыдущий ответ. Если можешь ответить еще на один. Почему чеченцы на территории России принимают нет оппозиции? Марат, мне кажется, у тебя очень наивный и глупый, и тот вопрос был очень такой, не очень, я тебе скажу, интеллектуально не блестящий. А сейчас говорить, принимают Рамзана Ахматовича и Россию, нет бунтов и оппозиции, ну, мне кажется, это немножко глупо, тебе не кажется? Я только что тебе рассказывал, как вы убили 300 тысяч наших граждан, 42 тысячи детей убили, как вы меня пытаетесь там шантажировать, возбуждать дела против родственников, убить меня заказываете и так далее. О чем ты говоришь просто, я не могу понять. Да, убили, вот ты, наверное, я полагаю, дагестанец, наверное, да, ты кавказский подхолопник. Есть просто холопы, а есть кавказские подхолопники. Вот ты, наверное, из этих. Так вот, кавказских подхолопников — это самая ничтожная часть кавказцев, между прочим. Самая презренная часть кавказцев, которые еще пытаются топить, топить за имперцев. Это просто позорище. Для кавказца это самое большое позорище. Да? Так вот, давай возьмем, что ты просто холоп из тех, кто воссоздает империю, русскую империю, и ты вот из холопов, обычных русских холопов. Вас 90 миллионов всех российских товарищей. Из них убили 27 миллионов. Представь. Во время Второй мировой войны советских граждан было там, по-моему, 250-280 миллионов, если я не ошибаюсь. Даже больше, мне кажется, по 300 миллионов. И было убито 42 миллиона. 42 миллиона, они так говорят, погибло. Ну, это где-то меньше, чем если бы сейчас от 90 миллионов убили бы 32 миллиона. 27 миллионов, 30%. Как ты думаешь, кто бы возмущался бы вас после? Вы сейчас не возмущаетесь, вас 100 человек не убили. Ну, может, 100 человек застрелили они, конечно. Но уже все, русские замолчали, заткнулись. Даже те, кто понимает всю эту ситуацию, сидят тихо и молчат. Ты мне объясни просто, если бы вас убили в 27 миллионов, ты бы задал бы этот вопрос самому себе или русским, а? Причем не твоя власть убила бы, а иностранцы пришли, которые абсолютно тебя ненавидят, просто презирают, пытают, ломают, просто перемалывают. О чем ты говоришь, Маратка? Будь мужчиной, будь кавказцем, если ты остался хоть чем-то. Не будь подхолопной, использованной чем-то там, кем-то, да?
Так, смотрите, если вы мне тут будете заваливать меня вот этими своими спамами, я буду банить, да? Так, Азан, ты так и не ответил. Ну, если будете писать, я вас буду спамить. Если будете спамить, я вас буду банить. Если ты хотел бы убить, если бы тебя хотели убить, тебя бы убили и не нашли бы, где твоя могилка. Александр, я тебе скажу, что да, определенно ты прав, конечно. Если бы русские хотели, меня бы уже убили бы, на самом деле. Ну, как бы не все так однозначно, не все так легко, и на самом деле, мне кажется, они еще рассчитывали, что меня можно там как-то сломать, запугать и так далее. Но деньги за меня выплачены, я знаю, что за меня уже выплачено и так далее, и поэтому год, 2, 3 это нужно время для этого. А так, если бы пораньше захотели бы, у вас было много возможностей меня грохнуть, потому что, я как бы, не так сильно, был защищен, скажем так, да, как сейчас, например. Раньше у вас было намного больше возможностей. Ну и сейчас, конечно же, если Кеннеди убили, других убили, конечно, это можно сделать, я в этом не спорю. Но то, что хотят, поверь мне, это хотят, да. Просто, видимо, нужно определенные силы приложить такие, что которые пока я еще, наверное, не стою этих сил. Но все впереди, я расту потихонечку. Так, пусть Аллах хранит вас. Спасибо, Казах. Аллах, Казахстан. Спасибо, Казах. Так, друзья, я думаю, кого хотели, того убили. Ну, подожди, еще не вечер, хватит вам туда. Так, ты красава, братка. Спасибо, Раджа. Спасибо. Ты себя с Кеннеди сравниваешь? Ну, я как свободный человек, я имею право с кем угодно себя сравнивать. Я имел в виду не Кеннеди как президента Америки, а как человека, которого убили, которого так сильно охраняли. Я хочу сказать, что меня тоже охраняют, если так тебе раскрою тебе небольшую тайну. А так, ну, конечно, не как Кеннеди меня охраняет. Если убили Кеннеди, я имел в виду. А так, я как свободный человек, могу себя и с Кеннеди, и с кем угодно сравнивать, понимаешь? Никаких вопросов, да. Договорились, мистер, не буду. Пусть кукарекают, да. Так, ну давайте перемотаю. Кому ты нужен, говорит. Если я не был никому нужен, мои каналы бы не запрещали бы на территории России, понимаешь? Меня бы иноагентом не объявляли. Против меня там куча уголовных дел уже возбуждено. И на них я плюю. Самой высокой колокольни города Гамбурга. На этом, друзья, я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине! О Аллах! Благослови Америку! Адикёль маш оль бюсде алёль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Завтра у нас будет стрим с президиумом правительства на платформе открытого диалога с президиумом правительства Чеченской Республики Ичкерия, с единственной легитимной властью в лице Аяда Идигова и других наших представителей уважаемых. Поэтому заходите. Завтра это будет на русском языке. Заходите, всем будем рады. Анонс, рекламу еще заранее вы все увидите. На канале в реалити. Всего хорошего, до свидания. Адикёль маш оль бюсде оль марнаш обал дуэль масера.